Тренерский штаб Республиканской конно-спортивной школы назвал более чем удачным этот сезон. За короткое время спортсмены побывали на нескольких российских турнирах и международном старте. В общей сложности в копилке нашей команды 7 золотых медалей и 5 кубков. Это большая нагрузка не только для наездников, но и для лошадей, говорят специалисты. Пока высокий темп выдерживают все подопечные спортивной школы. Репортаж Виктории Палкиной. Сегодня и наездники, и лошади работают в облегченном режиме. Спортсменам дали несколько дней отдыха. После напряженного выездного графика заслужили, говорят наставники. Кстати, сами тренеры тоже успешно выступали на соревнованиях. В зачете Екатерины Тановицкой золото в троеборье. Турнир проходил в Череповце. Сложная дистанция далась нашей паре нелегко. Самое сложное это был третий день, это был кросс. Нужно было скакать 4,5 минуты, сделать 20 прыжков, все препятствия были мертвые, то есть канавы, бревна. Вот. Естественно, это сложнее лошади, ну и всаднику тоже. Манеж Череповца принес успех и Олесе Орловой. В общую копилку она принесла сразу 4 золота. В своей лошади юная наездница не сомневалась. Главное было справиться с волнением. Волнение очень огромное, очень страшно. На старт выходишь, а потом уже, как начинаешь стартовать, уже потом, как все идет так хорошо уже. Уже не страшно потом к концу. Как шутят сами наставники, кубок в Череповце – хороший пример импортозамещения. Соперники нашей команды горцевали на иностранных жеребцах, но на старте отечественные лошади обскакали своих европейских собратьев. Были все ошеломлены этим успехом, не только мы, но и Санкт-Петербург, федерация вся. Они так примерно это комментировали. Лошади, которые привезены с Германии, с Бельгии, с Франции, лучшие лошади мировые, мы обскакали на своей доморощенной лошади по кличке Виона, которую выписывали здесь, дома, вырастили, тренировали. Она успешно прошла вот маршрут, принесла нам золотую медаль. Еще одна гордость нашей конно-спортивной школы. Пусть свой и небольшой, но все же рекорд. Паре из Коми удалось взять препятствие в 140 сантиметров. Правда, повторить успех уже на российском финале не получилось. За неделю до соревнований лошадь получила травму, поэтому нам не удалось показать столь хороших результатов, но даже принять участие в таких масштабных соревнованиях было приятно. Сейчас школа готовится к знакомству с новичками. С 1 октября здесь официально стартует учебный год. Для наездников со стажем ничего не меняется. Они вместе со своими любимцами будут двигаться к новым спортивным вершинам. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.